السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Хвала Аллаху, Господу миров, который наставил нас на прямой путь и ведет нас этим прямым путем. Как мы уже прошли на прошлом уроке, Аллах Субхану ва Тааля, Он Аль-Хади, Он тот, кто указывает прямой путь. Он тот, кто разъяснил прямой путь посредством своих пророков, и тот, который наставляет на этот путь. И нет никого, кто бы мог наставить человека на прямой путь, если Аллах Субхану ва Тааля не пожелает того. И нет никого, кто сможет сбить с прямого пути человека после того, как Аллах Тааля наставил его, если сам он этого не пожелает. И сегодня продолжаем с вами уроки, посвященные именам Аллаха Субханаху ва Тааля. И сегодняшнее имя с вами — это имя Аль-Ваххаб. Аль-Ваххаб. Это имя в Коране у нас приходит в трех аятах. В суре Аль-Имран Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Раббана ла тузиг кулубана ба'да идh хадайтана, ва хаб лана мин ладунка рахма, иннака анталь ваххаб». Аллах Субхану ва Тааля приводит слова верующих и знающих людей, которые обращаются в своих мольбах к Аллаху с такими словами: «О наш Господь, не обрати наши сердца после того, как Ты наставил их на прямой путь, и одари нас милостью Своей. Воистину Ты Аль-Ваххаб», или можем перевести одаряющий. Воистину Ты Аль-Ваххаб, то есть одаряющий, дарующий. Второй аят в суре Саад, Аллах Та'аля говорит: «Ам индахум хазаину рахмати раббика аль-азизи аль-ваххаб». Этот аят Аллах Субхану ва Тааля приводит напротив слов неверующих и многобожников. Да, аят, который идет до этого, говорит: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوق العذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب». Аллах Субхану ва Тааля приводит слова многобожников во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они говорят: «Аунзиля алейхи дзикр». Разве ему было ниспослано напоминание? То есть как может человеку, обычному человеку, да, аль-умми, необразованному даже, и неимущему, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не отличался богатством, разве ему было ниспослано напоминание, говорили они, многобожники, мин бейнина, среди нас? Почему именно ему? Бальхум фи шаккин мин зикри. Они находятся в сомнении относительно нашего напоминания до тех пор, пока они не вкусят наказание. До тех пор, пока они не вкусят наказание, они находятся в сомнениях. То есть, когда уже вкусят наказание, естественно, все их сомнения развеются в судный день. И тогда Аллах говорит: «Ам индахум хазаину рахмати раббик аль-азиз аль-ваххаб». Разве у них находятся ключи, или у них находится кладень милости твоего Господа, могущественного и одаряющего? То есть разве они управляют милостью твоего Господа? Разве они могут запретить то, что Аллах дарует, или разве могут они дать то, что Аллах запрещает? Нет, то есть Аллах Субхану ва Тааля одаряет кого пожелает, чем пожелает. И третий аят в суре Саад также Аллах говорит: «قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب». Приводя слова Сулеймана, алейхиссалям, пророка Сулеймана, Аллах говорит: «И он сказал: о мой Господь, прости мне и даруй мне власть, которая не будет ни у кого после меня. Воистину Ты одаряющий». Такие слова сказал пророк Сулейман, алейхиссалям. Значит, имя Аллаха Аль-Ваххаб у нас происходит от арабского слова «вахаба». «Вахаба» означает дарить или одарять. И что же такое дарить? Булягиту.
Что такое дарить? Это давать что-то безвозмездно. То есть можно продать человеку, так ведь, когда ты даешь и взамен берешь что-то, продажа. Или обмен, да, ведь даешь, он тебе дает что-то другое. Ну, то есть как продажа, обмен. А можно дарить. И подарок ты ничего не просишь взамен. И Аллах, субхану ва тааля, говоря Аль-Ваххаб, сообщает нам о том, что Он тот, кто дает и не берет ничего взамен. Он не продает это, Он дарует. И имя Аль-Ваххаб, так же как имя Ар-Раззак, которое мы с вами проходили, и да, имя Ар-Раззак и Аль-Ваххаб, они у нас в арабском языке называются форма, как мы называли ее? Артыклык формасы. Как мы называли? Артыклык формасы. Форма преувеличения. Ну, можем и так сказать. Или в русском языке это называется гипербола. То есть преувеличение. Аль-Ваххаб, то есть дарующий в большом количестве, постоянно и всем. Просто простая форма дарующего в арабском языке звучит как вахиб. Вахиб, дарующий. Человек вахиб, человек другому дарит что-то, он является вахиб. Он подарил. А Аллах про себя сказал, он аль-ваххаб. Это уже форма преувеличения. То есть, значит, он, Аллах, субхану ва тааля, дарует в большом количестве. Дарует всем и дарует постоянно. И он единственный, кто является аль-ваххаб. И что же касается имени аль-ваххаб, дарующий, в отношении Аллаха, субхану ва тааля, что же оно означает? Это означает, что Аллах, субхану ва тааля, велик Он и могущественен, дарует своим рабам из своего богатства то, что пожелает. И дарует им, одаряет их своими благами и увеличивает свои блага тем, кому пожелает. И Он постоянен в этом деле. У Аллаха, как мы сказали, Аллах, Он аль-Малик. У Него все богатство, у Него все имущество. И ар-Раззак, у Него весь ризк, весь удел у Аллаха, субхану ва тааля. И говоря аль-Ваххаб, Он дарит вот этот удел. Он дарует его безвозмездно. И если человек задумается только о своей жизни и тех благах, которыми Аллах, субхану ва тааля, его одарил, когда он уже еще был только в утробе матери, Аллах уже даровал ему. Он не просил у него ничего взамен, он не продавал, он просто даровал ему. И сам, во-первых, он даровал ему жизнь. Это самый большой дар. То, что он в этом мире появился, это уже дар Аллаха, субхану ва тааля. Будучи в утробе матери, Аллах даровал ему ризк. Аллах даровал ему зрение. «Алям наджа'аллаху айнайн, ва лисана, ва шафатайн», говорит Аллах Тааля, разве мы не дали ему, не сделали у него 2 глаза? Зрение Аллах Тааля даровал, которым мы видим своих родственников, видим отражение себя в зеркале, своих близких видим и наслаждаемся красотой этого мира, наслаждаемся красотой, да, своих детей, родственников. «Валисана ва шафатайн», и Аллах Тааля даровал язык и губы. Язык и губы. И человек посредством этого общается с другими людьми. Он выражает свое желание, он посредством языка просит в то, в чем он нуждается, и разговаривает с людьми, выражает свои мысли посредством языка. И величие этих даров понимает лишь тот, кто лишился этого дара. Человек, который зрячим был и потом стал слепым, он уже начинает понимать величие этого дара. И человек, который мог разговаривать и затем лишился дара речи, вот тогда он только начинает понимать величие этого дара. И Аллах, субхану ва тааля, всю жизнь одаряет человека. С того момента, как он зародился в утробе матери. Когда он родился, он даровал ему родителей, которые дали ему воспитание.
И когда он уже вырос, Аллах Субхану ва Тааля продолжает ему дарить. Он продолжает ему дарить его семью, его детей, дом, в котором он живет, машину, на которой он ездит, одежду, которую он одевает. Это все является дар Аллаха Субхану ва Тааля, который он нам дает. И в толковании имени Аль-Ваххаб в Коране, в суре Аль-Имран, которую мы упомянули, где Аллах Та'аля упомянул слова верующих, которые обращаются к Аллаху с мольбами: «Даруй нам милость, воистину ты являешься дарующим». Вот. Ибн Джарир ат-Табари, муфассир, говорит: «Анталь му'ти ибадака ат-тауфик». Ты даешь своим рабам содействие, то есть внушаешь, то есть направляешь их на прямой путь. Это тоже является дар Аллаха Субхану ва Тааля. Величайший дар – это иман. Иман, который нам дал Аллах Тааля. Он нам дал, то есть мы не сами нашли прямой путь. Мы же, как на прошлом уроке говорили, Аллах наставляет на прямой путь. Он, несмотря на все злодеяния и грехи людей, Он направил пророков, которые указали этот прямой путь. Он дар сделал, подарил нам это. Вот. И вот Ибн Джарир говорит, то есть ты даешь содействие своим рабам на пути религии. На пути религии, и посредством твоего содействия они становятся верующими в твоих посланников и в твои писания. И также он говорит: Аль-Ваххаб, дарующий, кому пожелает из своих творений, что пожелает из власти, имущества или же пророчества. Пророчество это тоже является даром. Вот, и также он говорит: «Иннака вахабун», ты дарующий, кому пожелаешь, то, что пожелаешь. В твоих руках вся власть, все имущество, и ты распоряжаешься этим, как пожелаешь. Имам Аль-Хаттаби в разъяснении этого имени говорит: он тот, кто дает и не просит ничего взамен, как мы уже говорили. И имам Аль-Хулейми тоже интересные такие слова сказал: он дарующий людям не потому, что они заслужили, а из своей милости. То есть Аллах Субхану ва Тааля, тут тоже нужно понимать, что Он нам одарил, если нам, это не значит, что мы этого заслужили. Даже рай, человек, да, он не заслуживает его посредством своих деяний. Его деяний недостаточно для того, чтобы заслужить рай. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что никто не войдет в рай из-за своих деяний. То есть взамен своих деяний. Нет. Сколько бы человек ни прожил, он не может настолько много дел совершить, чтобы купить место в раю. Нет, этого недостаточно. Аллах Тааля рай также дарует по своей милости. И также все, что есть в этом мире, Он дарует не потому, что человек заслужил, а все это даруется по Его милости, говорит. Вот. И Ибн Аль-Кайим, имам Ибн Аль-Кайим в своем стихотворной форме акиды говорит: وَكَذَلِكَ الْوَهَابُ مِنْ أَسْمَائِهِ فَانْظُرْ مَوَاهِبَهُ مَدَى الْأَزْمَانِ أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. Имам Ибн Аль-Кайим говорит: и также имя Аль-Ваххаб из его имен. И смотри же на дары твоего Господа на протяжении веков. Жители небес, великих, возвышенных, и земли не разлучны от этих даров, говорит. Кто бы ни был, все творения, кроме Аллаха, Субхану ва Тааля, они живут посредством даров Аллаха. И знание этих имен, что же оно дает нам? Знание этого имени Аль-Ваххаб. Во-первых, оно нам дает знание, что Аллах, Он единственный является Аль-Ваххаб. И в Его руках вся власть. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. В суре Шура Аллах Та'аля говорит: Аллаху принадлежит власть небес и земли.
Он творит, что пожелает. Дарует, кому пожелает, детей, девочек, и дарует, кому пожелает, мальчиков. Или же, говорит, он смешивает между ними. То есть у кого-то только девочки, бывает такое, у кого-то только мальчики. Аллах Та'аля так одарил его. Или же у кого-то есть и девочки, и мальчики. Аллах Субхану Та'аля его так одарил. Или же, говорит, кого-то делает бесплодным, и у него не бывает детей. Воистину Аллах знающий и предопределяющий. Знающий и предопределяющий. И Аллах Та'аля дарует тому, кому пожелает, что пожелает, потому что Он единственный хозяин и творец. И Он единственный, который является истинным аль-Ваххаб, истинным Ваххабом, дарующим. Потому что если мы задумаемся, мы сказали, даровать, это значит дать, не желая ничего взамен. Если мы задумаемся о людях, и когда человек что-то дарит другому человеку, вроде бы он не взял денег, но если глубже посмотреть, он за этим подарком, у него есть какое-то намерение. Так ведь? Это намерение или заслужить любовь этого человека. То есть уже получается, ты за свой подарок просишь, хочешь любовь этого человека. То есть ты уже не даешь безвозмездно. Вот. Или же ты даруешь, чтобы этот человек похвалил тебя, или другие тебя похвалили. Или же ты даришь, например, садака даешь, не хочешь ничего от этого человека, но через это садака ты просишь, что ты хочешь? Аджр. Награду от Аллаха Субхану Тааля. То есть получается, ты вроде бы дал бесплатно, да, но при этом, если глубже посмотреть на намерение человека, он дает это для чего? Для того, чтобы заслужить награду от Аллаха Субхану Тааля. То есть тем самым он уже не является дарующим. Потому что мы сказали, даровать – это давать безвозмездно, не просить ничего. А человек дает садака, он надеется на аджр саваб Аллаха Тааля. Как в суре Аль-Инсан Аллах Субхану Тааля приводит верующих, вот, которые وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, которые кормят своим имуществом бедного и ятима, сироту и пленников. «Иннама нут'имукум ливаджихи Аллахи ла нуриду минкум джаза'у валя шукура». И они говорят, воистину мы даруем вам, мы кормим вас ливаджихи Аллахи, ради лика Аллаха Субхану Тааля, ради того, чтобы заслужить довольство Аллаха Субхану Тааля. То есть эти люди, верующие, Аллах Та'аля в Коране упомянул, верующие что-то делают, людям даруют, кормят их для того, чтобы заслужить довольство Аллаха. Вот. Тем самым, получается, уже человек не является ваххабом, вахибом. Это с одной стороны. А если с другой стороны посмотреть, то кто тот, кто внушил тебе, дарующему, то есть внушил тебе сделать этот подарок? Кто тот, кто наставил тебя на прямой путь и дал тебе как бы тауфик, хидаят, содействие, посредством которого ты даруешь. Например, ты даешь садака. Кто дал тебе вот эту возможность? Кто наставил тебя на прямой путь, на котором ты даешь садака? Аллах Субхану Тааля. То есть получается, человек, он не является тем, кто дарует, а Аллах Субхану Тааля дарует. Он истинный, аль-Ваххаб. Вот что означает. Вот. И из этого также следует понимание хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха. Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха. То есть, получается, человек ему подарил, но кто внушил этому человеку желание одарить? Аллах Субхану Тааля. И получается, ты не поблагодарил человека этого за тот дар, и получается, тем самым ты не одарил Аллаха, не поблагодарил Аллаха, который внушил этому человеку подарить тебе что-то. Вот. И тем самым Аллах Субхану Тааля, Он единственный
кто одаряет. Также мы упомянули, что пророчество это является также величайшим даром Аллаха Субхану ва Тааля тем своим рабам, которым Он это пожелает. И также в Коране Аллах Тааля во многих аятах приводит примеры Его даров. Примеры Его даров, как, например, касательно семейства и касательно детей. И приводит слова Ибрахима, приводит слова, аяты касательно Ибрахима, алейхиссалям, в которых говорит «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ». И мы одарили его Исхаком и Якубом и установили в его потомстве пророчество и Писание, говорит. Установили его в потомстве пророчество и Писание. Также слова Ибрахима в другом аяте Аллах приводит: «Альхамду лиллахи аллади вахаба ли аля аль-кибари Исмаиля ва Исхак, инна рабби ля сами'а дуа». Хвала Аллаху, который одарил меня в моей старости Исмаилем и Исхаком. Воистину мой Господь является слышащим, отвечающим на мольбы. И также в Коране приводится Закария, алейхиссалям, которому Аллах Тааля также одарил сыном, который он был стар, его жена также была уже при старости, но Аллах Субхану ва Тааля одарил его потомством. То есть Аллах Тааля одарил человека во всей его жизни, с его рождения до его смерти, даже в следующей жизни Аллах Тааля дарует. И за это, естественно, мы должны быть благодарны Аллаху Субхану ва Тааля. Мы должны благодарить Его за те блага, как, например, поступил Ибрахим, алейхиссалям, когда Аллах одарил его детьми, он говорит: «Альхамду лиллахи аллади вахаба ли аля аль-кибар Исмаиль ва Исхак». Хвала Аллаху, который одарил меня в старости Исмаилем и Исхаком. И тут интересная вещь, что даже возможность говорить «Альхамду лиллах» это уже является подарком, который также, в свою очередь, нуждается в шукре. Да. То есть то, что мы говорим «Альхамду лиллах», это уже подарок нам от Аллаха Субхану ва Тааля. То, что Он наставил на этот прямой путь, и мы можем Его благодарить. И мы за то, что можем говорить «Альхамду лиллах», должны говорить Аллаху «Альхамду лиллах». То есть постоянно мы должны говорить Ему шукр, должны говорить восхваление, слова восхваления за каждые Его дары. И это имя, одно из тех имен, которые усиливает в сердце человека любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Усиливает любовь по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. И любовь это неотъемлемая часть мусульманина. Неотъемлемая часть мусульманина. И это то, что отличает верующего от неверующего. Это любовь. Верующий, видя дары, он направляется, обращается к одарившему. Он видит дары, он вспоминает, задумывается об этом и посредством этих даров обращается к дарующему. А неверующий же что? Он лишь купается в этих дарах и не благодарит дарующего. Вот эти дары, они переполняют сердце верующего любовью, и поэтому он обращается к дарующему. А неверующий же нет, он просто купается в этих дарах и не задумывается даже о том, чтобы благодарить. И тут, если даже из жизни приведем пример, если человек приходит в гости и видит там накрытый стол, его пригласили, он наедается вот этих всяких вкусной еды, угощений, да, разные сладости. И разве он после того, как поел, просто берет и уходит? Нет. Он благодарит этого человека. Он благодарит за то, что он его позвал, благодарит его за то, что накормил его, да,
может даже слова мольбы сказать. Пусть Аллах Та'аля дарует тебе еще, пусть одарит тебе, пусть даст тебе благословение в твоем риске, в твоем имуществе, пусть тебе вернет еще больше. И это является положением человека. Но почему зачастую человек, когда благодарит людей, он не благодарит Аллаха, Субхану Тааля, который дал ему все в этом мире, все в этой жизни. И как мы сказали, это качество, а это имя переполняет сердце верующего любовью к Аллаху Тааля. И любовь к Аллаху – это есть поклонение. Это есть поклонение и часть религии. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла ю'мину ахадукум хатта якуна Аллаху ва расулуху ахабба илейхи мимма сивахума». Не верует из вас никто, пока Аллах и Его посланник не будут любимее для вас, чем все остальное. Не будут любимее для вас, чем все остальное. И любовь именно к Аллаху, Субхану ва Тааля, толкает человека на совершение великих деяний, на совершение поклонения, на искренность в поклонении. Человек может знать, человек может изучить, но если после знания его сердце не переполняется чувствами, то он не будет так искренен, он не будет способен совершать великие деяния. Если мы посмотрим на жизнь подвижников, на жизнь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, какие трудности они перебороли. Какие трудности они перебороли. И это же не просто из знания. Если посмотреть на наше сегодняшнее положение, многие даже немножко заболеют, какая-то у него небольшая травма будет, да, он тут же готов слечь в постель, он тут же готов даже взять отгул на работе, взять отпуск. Потому что, например, на работе даже, да, потому что он, скажем, не любит свою работу. И в малейшей причине он готов от нее отказаться, то есть прогулять. А если же человек любит работу, то, несмотря на температуру, даже некоторые выходят на работу. И у него работает. И в религии, если человек любит Аллаха, Субхану ва Тааля, то какие бы трудности ни были, он продолжает поклоняться Аллаху, Субхану ва Тааля. Его ничто не останавливает. Как, например, из истории сподвижников, как один из сподвижников во время одной из битв был знаменосцем. Когда он держал знамя в правой руке, ему ее отрубили. Отрубили руку. И что он тогда сделал? Он не побежал, не убежал с поля битвы. Он не побежал залечивать свои раны. Нет, он взял знамя в левую руку и продолжил нести это знамя в битве. То есть разум человека его подтолкнул, что нужно идти лечиться, нужно залатывать раны. Но нет, его толкала любовь по отношению к Аллаху, Субхану ва Тааля. Он понимал, что нести знания – это есть великая честь и великий аджр. И когда он нес знание в левой руке, ему ее отрубили. И что же он тогда сделал? Кто и знает. Он как мог, уже своим телом сжал это знамя и стоял. То есть до последнего, пока он мог дышать, пока он мог держать, он это знамя держал. И это не разум его толкал на это, а любовь по отношению к Аллаху, Субхану ва Тааля, толкала на это поклонение. Вот, и каждый мусульманин, каждый верующий нуждается в любви к Аллаху, Субхану ва Тааля. И для того, чтобы вот это чувство любви укрепить в своем сердце, нужно изучать именно Аллаха и задумываться над их смыслом. И одним из таких имен является имя Аль-Ваххаб, дарующий. Аллах, то есть человек должен иногда задумываться, что все, что у него есть, это дар Аллаха, Субхану ва Тааля. Аллах не попросил у меня ничего за это. И Аллах нам дал это. Не потому, что мы заслужили, а потому, что Он дал это по своей милости. Аллах дал нам жизнь, Аллах дал нам знания, Аллах дал нам иман. Это величайший дар. Если и в судный день человек поймет именно величие этого дара, в этом мире еще, может, не до конца осознаем, сколько людей будет в аду, в вечном наказании. Но Аллах, Субхану ва Тааля, альхамдулилля, нас избрал. Он даровал нам этот дар. И мы должны ценить его, и благодарить Аллаха, и любить Аллаха, Субхану ва Тааля, за эти его дары. Поэтому зачастую нужно задумываться, да,
В суете мирской, в работе человек забывает. Он даже учится, берет знания берет, узнает, но это знание нужно не просто запоминать, заучивать, это знание должно проникать в сердце человека. И для того, чтобы оно проникло, нужно задумываться, размышлять. И не зря Абу Дарда, радийаллаху анху, великий сподвижник, говорил, что час размышления над знамениями Аллаха любимее для меня, чем выстаивание ночи в молитве. Чем выстаивание ночи в молитве. То есть вот это размышление над знамениями Аллаха, размышление над Его дарами, это увеличивает в сердце любовь и увеличивает иман. На этом, иншаллах, на сегодня закончим. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.